Я родилась 11 июня 1990 года в село Сымах Мегино-Кангаласского района. Детство мое прошло в селе Сымах Батаринского наслега. В 6 лет я пошла в 1 класс Батаринской средней школы. Потом после 4 класса поступила в Маинскую гимназию. С 10 лет уже жила в интернате при гимназии. Жила в одной комнате с девочками с разных сел Мегино-Кангаласского улуса. И жили мы вместе 6 лет. Очень много событий было в нашей жизни общих. Из школьных лет мы постоянно, когда собираемся, с теплотой вспоминаем времена, когда мы принимали участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, по туризму. В 2004 году я попала в состав сборной юных спасателей нашей республики и принимала участие во всероссийских соревнованиях в городе Звенигород. В 2006 году принимала участие в Международной олимпиаде по математике, которая проходила в Республике Казахстан, в городе Алматы. Математика, физика, география – это мои любимые предметы были. О выборе профессии я задумывалась уже начиная с 6-7 класса. И по окончанию школы через Олимпиаду центральных вузов поступила в Екатеринбург, в Уральский государственный технический университет. Закончила университет в 2012 году по специальности инженер по теплогазоснабжению и вентиляцию. Также 3 года прошла профессиональную переподготовку по специальности экономика и управление предприятием. В течение обучения в практику всего 4 года подряд я прошла здесь, в городе Якутске, в управлении газораспределительных сетей Сахатранснефтегаз. То есть трудовую деятельность, можно сказать, я начала еще практикантом, а потом по окончании вуза в 2012 году путем конкурсного отбора поступила на должность слесаря управления газораспределительных сетей. Во время трудовой деятельности начала активно заниматься общественной работой и параллельно уже начала развиваться. Стала мастером, ведущим инженером, затем старшим мастером. В 2014 году меня избрали председателем Молодежного совета Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Дальше я работала в составе Молодежного совета Федерации независимых профсоюзов России как представитель от Дальневосточного федерального округа. Потом я работала в составе молодежной избирательной комиссии при Центральной избирательной комиссии. Затем путем конкурсного отбора прошла в состав молодежного правительства Республики Саха-Якутия и стала заместителем председателя молодежного правительства по поддержке молодежных инициатив. Основное свое внимание я уделяла своей профессиональной деятельности. Общественная работа как бы была для меня хобби, да? И, возможно, наверное, мне повезло то, что мое хобби сейчас стало именно моей основной деятельностью. Конечно же, моя новая работа принципиально отличается от того, что я делала раньше. Здесь мне нравится наш коллектив, молодой, активный, инициативный. И для меня новая должность – это в первую очередь возможность реализации не только своих идей, проектов, это возможность поддержки как раз-таки инициатив нашей молодежи. Говорить о каких-то больших успехах сейчас, я думаю, рано. Вся моя трудовая деятельность еще впереди. То, что есть сейчас у меня, этого, я думаю, добилась именно благодаря инициативе, трудолюбию. И, соответственно, я буду продолжать трудиться и работать во благо республики. На новой должности у меня как такового свободного времени пока нет. Я полностью себя посвятила
работе. А так, конечно, при возможности я стараюсь больше уделять времени своей семье. У нас очень большая дружная семья, и с детства я, мои сестры, братья, все мы выросли в любви и заботе нашей семьи. И по возможности, конечно же, я стараюсь ездить и к маме, и к бабушке. Мой муж является главной опорой, моим тылом, именно моим защитником, которому я полностью доверяю. Мы вместе уже 8-й год, из них 3 года в браке. Именно благодаря его поддержке, его пониманию я могу уделять определенное время в общественной жизни и своей работе. Где-то я читала интересную фразу о том, что жизнь – это как езда на велосипеде. Надо постоянно двигаться вперед, иначе просто упадешь.